Керамика очень широко использовалась. Крымские татары использовали ее как в строительстве, так и для хозяйственных нужд. Керамика в прошлом была популярнее, чем медная посуда. Но, к сожалению, до наших дней меньше дошло до нас изделий из керамики, так как она хрупкая, она быстро ломается, ее очень сложно сохранить. Чешме, те же каптажи, к примеру. Чтобы каптаж сделать, это такой водонакопитель, тоже использовали такие керамические кирпичики. Потом для сооружения у нас многие архитектура имела куполообразную крышу, но ее невозможно было сделать без тоже керамических специальных таких кирпичей. Вот наглядный пример — это Дюрбе, где захоронены первые 3 крымских хана, и там рядом находится Занджирлы Медресе 1500 года сооружения. Также глиняные, скажем, трубы, по которым целыми километрами шла вода, поступала в наши жилые кварталы. Это тысячами километров, если по всему Крыму вот так собрать. Также взять черепицу. Все домики, которые были в Крыму, очень красивые, беленькие, побеленные известью, и на них красная терракотовая черепица покоилась. Об этом пишут путешественники, восхищаются этой красотой. Глина — доступный материал, поэтому ее и применяли широко. Наши предки, вот, они пользовались вот такими красивыми финджанами. Они имели вот небольшую форму, объем небольшой, потому что сильно очень любили напиток кофе, часто очень его употребляли. Напиток был очень крепкий, и когда гость приходил, в первую очередь его угощали кофе, часто который вставлялся в такой медный оправу, который называется зарф. Вот такая форма, это называется кесе. Мастера, которые изготавливали изделия из глины, их называли чольмекчи у нас в народе. У нас были целые кварталы кесегеров, которые по разным объемам изготовляли вот такой формы сосуды. Это была такая отдельная направленность, потому что раньше каждый дом, люди нуждались в этой утвари, они этим пользовались. И, как я уже говорил, посуда хрупкая, во время пользовалась, она ломалась, поэтому требовала большого производства. Вот этот кувшин, он называется катык-бардах. В нем хранили крымские татары катык. Это кисломолочный такой продукт, который очень полезен человеку. Его очень много, часто употребляли в прошлом. Но ко многим нашим традиционным блюдам именно шел катык. Поэтому вот была разработана такая специальная удобная форма, и вот в нем его хранили и подавали. Сегодня, вот изучая и рассматривая эту посуду, мы видим, что, во-первых, глина — это экологически чистый материал, натуральный, который прошел определенную обработку. Заливали молоко в вот этот горшок. Потом, когда молоко впитывалось в стенки, молоко убирали и ставили на обжиг. Таким образом, молоко запечатывало вот эти поры в глине и не давало вот жидкости протекать наружу. Был еще один такой способ покрывания посуды глазурью. Сначала, конечно, обжигали, потом наносили глазурь, потом ставили второй раз на обжиг в фурунах, специальных печах. Он очень широко использовался.
крымскими татарами, потому что как мусульмане им необходимо было совершать обязательную пятикратную молитву. А для совершения молитвы необходимо ритуальное омовение. Поэтому с помощью такого кумана наши предки брали омовение. Тот, который я сейчас держу в руках, этот куман, вы обратили внимание, он маленький. Он как игрушка детская. То есть родители своих детей уже с детства обучали к исламу, делали такие практичные игрушки. Этот сосуд называется куза. Кузагары были тоже, кузагары, которые изготавливали тоже массово различных объемов, вот эти сосуды, куза. И он служил для хранения, скажем, солений, мяса, овощи соленые, могли вот здесь туршу хранить. В каждой семье было очень много таких предметов. Мы привыкли сет, да, и на нем сидят, лежат там на сете. А именно горный Крым, там крымские татары использовали сет, это была тахта, бардах тахта, там, где хранили эту посуду. В холодные зимние дни какие-то дальние комнаты дополнительно, чтобы обогреть, сюда клали из оджаков, где вот на кухне женщина готовила, брали угли и относили вот в ту комнату, и от этих углей распространялось тепло. То есть это как сегодня ветродуй мы используем, вот это ветродуй того времени, можно так сказать. Но еще мне что поразило, настолько удобно, да, сделали, во-первых, вот эти ручки. Они вот, если видно, то они так неровно, специально под наклоном их сделали. И когда ты вот берешь его, вот руки вот держишь, очень удобно в руках. У крымских татар было очень важно, чтобы вещь была удобная в обиходе и была очень практичная в применении. В руках у детей были вот такие керамические игрушки, и они имели название у нас куш кавал, дословно там свистулька, птичка. Здесь сделали дополнительное отдельное отверстие, с помощью него можно разные звуки издавать, как будто журавли летят, к примеру. Вот так. Вот у меня инструмент, тоже он сделан из керамики, вот глина. Сверху натянули козью шкуру. Могли шкуру валов натягивать, потому что по форме и размерами разные были. Это мы сегодня привыкли как музыкальный инструмент. А раньше это очень был важный инструмент, который применялся в военной сфере. С помощью него подавали команды. Также домбелек использовался во время праздников, торжеств, где оповещали о каких-то событиях, там, Ураза Байрам, к примеру. На сегодняшний день он свое вот это значение стратегическое, как оно было в прошлом, оно утеряло. Вот этот его нежный звук начал после депортации заменять даре, и он вытеснил домбелек. На сегодняшний день домбелек опять начинает возвращаться, пользоваться популярностью у нашего народа. Поэтому вот у него такое у него звучание.